идти. Виктор Петрович Новопашин, моряк, ветеран боевых действий. Родился в Иркутской области, вырос в Якутске. Его детство пришлось на тяжелые военные годы. В интервью он много вспоминает о Якутии, реке Лене и течению судеб. 12 морей и в 3 океанах побывал. Так что я не просто так моряк. Я Новопашин Виктор Петрович. Мне 92 года. Родился Иркутская область, Жигаловский район, село Кичей. Речка Кичей впадает в речку Илгу, а Илга впадает уже в Лену. Вот детство я помню, вот хорошо помню. Именно вот когда началась война. Ведь там у нас оповещений таких, у нас радио-то не было, оповещений вообще мало было. И когда набор был, первый набор на войну отправляли, был пароход такой, Громов назывался, посадка была у этих призывников. И пароход дал гудок прощальный. Я сейчас не могу. Да. Когда гудок загудел, а на берегу, сколько там народу было, взревели, заглушили этот гудок. Был такой рев какой-то страшный, мороз по коже. Мы дети все глядели на них, они ревут, и женщины, матери там. Это было действительно прощальный, потому что самые первые наборы практически не вернулись с войны. Ведь первые месяцы войны в Сибири, особенно с деревень, потому что мужчины все были охотниками практически, умели держать и обращаться с оружием. Их практически некогда было обучать их. Из деревень практически всех мужчин забрали. Остались женщины, дети, старички. И вот этот самый первый пароход ушел, когда вот и началась наша гражданская жизнь, боевая. А 42-й год очень трудный, очень тяжелый. Ведь раньше было все для фронта, все для победы. Отдавали практически все. Вот сознание у людей было какое. 42-й год, весна. Мы с братишкой пошли по полю собирать прошлогоднюю картошку. Это надо было найти поле, но в поле еще эту картошечку. Но там еще оставался крахмал. Ищешь что-то, ты потерял целый день, кругом где-то. Это просто вот такое состояние человека, что что-то надо найти. Вот мы резали кое-как там, на железной печке напечешь. Вот это вот крахмал боит. А мы собрали картошку и сидим. Озеро, напротив озера пекарня. Когда печется хлеб, такой аромат. Мы просто нюхали этот запах. И голова кружилась от этого, от голода. Просто от того, что ты запах этот чувствуешь. По карточкам все. Даже не было соли. Такое время было. А в 43-м году меня мама отправила к своей сестре в деревню. Для того, чтобы хотя бы карточка была лишняя одна, чтобы хотя бы... Вот я приехал в мае месяце как раз. А тетя, моя мамина сестра, пропорола жравым гвоздем выше колена ногу. Она у нее загноилась просто. А здесь надо было как раз готовить пашню. И некому, все, она не может. А председатель говорит, меня не волнует. Говорит, вот у меня все распределены люди. Мне говорит, Витя, ну придется тебе ехать. Меня посадили на лошадку, привезли на поле. Вот тебе поле, и туда-сюда ездить с бараной. Барану прицепили, без седла, а у лошадки вот это хребет самый. Я поездил день, два, три, а мне потом уже короз образовалась там, что я не мог сесть. Я уже и лежа, и всяко разное. А сознание у пацана было, я же не мог бросить это дело. И так я стал работать в колхозе.
Потом хлеб, уборка хлеба. У нас у детей была обязанность собирать колоски. Ведь жали это только серпом. И нам давали сумки такие. Еще мы соревновались, кто быстрее, кто больше соберет. Ведь взрослым или детям мы собирали очень много хлеба. Потом осенью уже молодьба, хлеба, это все помогали детям только так. В любую беду дети быстро взрослеют. Я даже 4 года не учился в школе. Только первый месяц, по-моему, походил в 41 году. И все, некому было дома с маленькими. У нас брат был старше меня, младше меня на 3 года, а сестра была на 6 лет младше. Был маленький один, в 42 году. Он практически... Бабушка у нас умерла от голода. Она просто стала опухать. И маленький тоже у него. А потом, в 44 году, мы поехали в Якутск. Там жена маминого брата, он был на фронте, а жена маминого брата, мы к ней поехали, к брату, короче. В 44 году мы в августе поехали. Кое-как мы в октябре уже добрались до Якутска. Редко ходили пароходы, туда то ломались, и уже осенью, уже лед стал, мы кое-как, пароход был Киринск такой. Мы до берега даже не дошли, замерзли, ледостав такой. Утром мы уже к берегу пошли пешком. Я в Якутске-то все время почти работал. Маме помогал. Мы зимой топили печи в конторах. А что такое двухэтажное здание? И это всю ночь, мы с 5 вечера начинали топить. Часов до часу, до 2 мы топили печи. Мама прибирала кабинет, а я топил печи. И утром в школу уже изнеможение такое, что я просто засыпал на урок. Была сначала 9-я школа деревянная, угол Железникидзе, угол Петра Алексеева. Деревянное двухэтажное здание. Потом она называлась 5-я школа, по-моему. Потом уже в 50-м году я уже основательно пошел учеником электросварщика. У меня мама меня водила то в стеклодувы, стекольный завод, потом сапожником, мне не нравилось. А вот эта тетя наша там, наша родственница, она знала этого мастера электросварщика. Она его попросила: ты можешь взять пацана себе? Он говорит: пусть приходит. И до сих пор я люблю эту работу. Электросварка только начала развиваться сюда. Широко уже начали применять, особенно в судоремонте, в судостроении. Мы же раньше сами электроды делали, проволоку рубили, обмазку делали, и все это и подбирали силу тока такую, вот пароход «Лена» было, это знаменитый. И мы туда делали насадку на винт. Пароход «Лена» — это как история ленского речного пароходства. Ведь начиналось, пароходы малосильные были. Топливо-то в лес рубили. На определенных участках заготавливали дрова. Пароход подходит к этому месту, полностью загружает сколько-то дров. И кидали во время войны девочки и женщины, кочегарами были, это, понимаешь, чурки надо было кидать туда. А вода большая, сопротивление большое. И вот они не дошли, допустим, до бункеровки, это километр или сколько, а потом почти на руках таскали это, чтобы... Это надо адский труд. Во время войны, ты представляешь, какие... А в основном-то кому было работать? Все на себе вытащили, все абсолютно. Памятник надо женщинам поставить, остались после начала войны. Женщины и дети. И ни одна мама не бросила ни одного ребенка. Всех вырастили. Мама Новопашина Наталья Дмитриевна. Она с 9-го года. Вот война началась, ей было 32 года. 32. Ой. В речном порту я год отработал,
И через год мне квартиру в кадрах вызывают. Говорит, Витя, тебе надо квартира? Я говорю, я спрошу у мамы. Говорит, какой у мамы? Бери ключ, идите, смотрите. 17 лет мне квартиру дали, это вообще... Мама, я пришел, говорю, мне квартиру дали. Как? Да, вот. И так я начал в личном порту. До призыва на флот я 2 года уже отработал. Приемная комиссия, распределение когда было. Мне там выбор был, председатель комиссии говорит, ну вот куда ты хочешь идти? 5 лет на флоте или 3 года внутренние войска? Я говорю, да, конечно, на флоте. Я уже матросом был 2 года. Уже звание матроса уже имел. И, конечно, флот. Набор у нас в Якутском. У нас ночью, чтоб никто не знал, когда нас повезут. Мы ночью на Дыркалах пришли пешком. Там была посадка, и все, скрыто это было, чтоб, не дай бог, где-то. И мы 7 или 8 суток мы до Осетрова. Потом в Иркутске нас на железную дорогу, и мы целый месяц до Мурманска. От Мурманска до Североморска мы шли пешком. Там у нас эшелон был большой, короче. А там распределение, и попал я на Соловки. Есть такие острова Соловецкие. Прекрасное место. Учебный отряд Северного флота. На трап только вступили на свой корабль уже. Сразу отдать концы, и мы сразу пошли на боевое тролление. Это ходить по минному полю постоянно. Не то, что там 1 раз прошел. Целый день по минному полю. Пока тральщик не протралил, это место запретное для плавания, район и все. Вот я. Ага. Вот. А вот чайка, вот она где. Прямо вот сколько здесь людей, она раз и так плавно все приземлилась. Прямо вас выбрала, да? Ну да, вот изо всех. Но мины то во время войны наставлено было. Ведь 150 тысяч мин было наставлено по всем флотам. 9 мая, конец войны, участники войны. С 10 мая уже начинается боевое тролление. То же самое минные поля, то же самое корабли, тот же личный состав. Только уже не считаются участниками войны, а уже ветераны боевых действий. И 12 лет до декабря 1957 года. Вот, кстати, у меня такой значок. За боевое тролление. Вот голубенькое. Ага. А это золотой, это 100 лет по спредству. О, Якутии, да. кстати, в А это Мурманске. 375 лет Якутии с России. Да? Знаете такой значок? Конечно, да. Да. Самый дорогой значок. А это рядом ветеран Тихоокеанского флота. Итак, вот потом в 1954 году мы перешли Северно-морским путем с Северного флота на Тихоокеанский флот. Вот шли почти 4 месяца. После наблюдения связи, это из Кольского залива уходим мы уже на... Вот здесь даже, по-моему, есть надпись какая-то. А вот, да, Полярный. 10 июля мы в 16:40 мы ушли с Северного флота на Тихоокеанский. Да, вы даже записали 1954 год. На Тихоокеанский флот пошли. Полярная, 10 июля, 16:10. Да. Вот вы. Мы долго стояли на Диксоне, ждали ледовую обстановку. С нами был ледокол Ермак еще, дедушка ледокольного флота. Это вот где-то у меня здесь есть. А О, вот Ермак. он, Ермак. Да. Да. А вот это мы во льдах, самое вот Восточно-Сибирское море. Вот мы возле мыса Челюскина нас захватил такой шквалистый ветер и снег. Самое опасное, самое страшное – это обледенение корабля. Просто лед, глыба. Все двери, все замерзает. Не выйдешь на палубу. Если выйдешь, уже не зайдешь. А корабль кренится, набирает вес, он наклонился, допустим, он может в обратное состояние может не вернуться.
до берега далеко не добежишь. А ваш корабль, что с ним потом? А вот мы вот огибали как раз это, огибали вот это мыс Селюскиным. И только мы начали спускаться вниз, море Лаптевых уже зашли. Выглянуло солнце, тихая погода, и это лед начал. Вот это была радость, это было ликование просто. И в Тихсе мы тоже ледовую обстановку ждали. Я там встретился с братом своим. Он был студентом речного училища и был на пароходе, был практикантом. И я смотрю, пароход идет, читаю, ну, в стереотрубу смотрел. И капитан Мелехов идет, такой пароход. А я знал, что он на нем 2 года уже не видит. А потом, что такое в Тихсе встретиться? Это же вообще азбука Морзина, родиться же там у всех бы. Не отвечает. А мне говорят, да ты флажками попробуй. Я говорю, да кто там может быть? Начал махать, смотрю, отвечает, боцман, знает этот семафор. Спрашивает, такой-то есть? Говорит, есть. Смотрю в бинокль, забегали в пароход, и Толя машет рукой. Я командир, говорю, братишка мне пришел. Он в шлюпку на воду меня раз сразу. Они только к стенке подошли, меня прямо туда на шлюпке. 3 часа пообщались, у нас уже выход в море. На 72-й параллели, там, где Лена впадает в море Лаптевых, расположилась бухта Тикси. 3 столетия тому назад бухта Тикси была уже известна капитанам-полярникам как хорошо защищенное и удобное место для стоянки судов. Пришвартованы были на усах у ледокола. Нас тащили через сплошной лед. И слава богу, мы дошли. А потом там уже бухта Провидения в Чукотке, потом дальше уже Петропавловск-Камчатский, Сахалин. И пришли в Саугавань. Дальше, кстати, в Татарском проливе обнаружили мину. Еще заметка была в газете «Красная звезда». Сигнальщики Новопашин Виктор и Борис Соловьев обнаружили мину. А вот она круглая и такие рога, вот, они свинцовые, кстати. Если ее нарушишь, эту герметичность, а там 2 контакта, между контактом маленький кусочек сахара. Она сразу, как только вода попала, сразу замыкает, и тогда уже взрыв происходит. Там же разновидностей мин много. Есть вот эта гальваноударная, которая с рогами. Есть акустические мины, которые на звук. Есть магнитные мины, которые на магнитное поле. А есть на какой ход поставлен? На 5-й, на 10-й, на 20-й. 19 кораблей прошло, а 20-й взорвался. Ведь у саперов, которые, у них нету мирного времени практически. Вот в 1956 году мы тралили полностью пролив Лаперуза от Сахалина до Хоккайдо. Там полгода боевое траление было. Там еще были запретные для плавания районы с русско-японской войны. Даже тогда. Что такое тральщик? Это как телохранитель. Они первый удар берут на себя. Ведь сейчас вот День военно-морского флота, допустим, парад идет. Впереди всех идет тральщик. Он открывает этот парад. Это потому что его привилегия такая, идти первым. На фарватере Невы корабль минной защиты. Тральщик предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Корабль провел боевое траление и обезвредил морские мины времен Великой Отечественной войны. Потом демобилизация Сахалина, с Корсакова, с Сахалина демобилизовался, приехал в Якутск и снова в свой любимый речной порт. Опять же, с мальчиком потом кончил курсы в 1957 году, окончил крановщиков. Мне так нравилось там работать. Хороший коллектив у нас. Виктор Афанасьевич Рукавишников был, а до этого был Пупко Исаак Гидалевич. Классный мужик был. Вообще мне повезло на начальников. Летом я работал крановщиком, а зимой сварщиком на ремонте. Зимой мы строили вот эти дома, Комсомольское молодежное общежитие на Богатырева, деревянное. Это
Наша бригада строила речной порт, потом строили полностью, с самого начала. Дамбу строили, отопление делали, ну, полностью. Вот, по городу, сколько там домов уже понастроили. Вы видели потом свои дома, как они стоят? Ну, конечно, первые дома, это, знаешь, как радость какая. Первые дома, когда вот эти пошли уже шлакоблочные дома, там каменные дома строили. Да. Гордость? Конечно, еще как. Но речпорт до сих пор стоит. Я по ремонту, поэтому у меня была тачка такая, сварочный аппарат, я по этому речному порту с одного крана на другой там. Я вот утром рано приходил, занимался черной сваркой, потом после 8-9 часов аргонно-дуговая сварка, уже вот такие корабли, как «Метеоры», «Зори», они же алюминиевые там. А сколько ракет было. Я помню, первая ракета «Тройка» пришла. Это была там вообще Валерий Карих, Валерий Михайлович. Он участник войны, летал на самолете штурмовике. Помню, он когда с армии пришел весь в орденах такой, все сзади ходили, мол, он идет, а мы все сзади завидовали ему. А теперь, да, как время прошло. Ну, хотя, правда, я говорю, что мы удивительное время прожили, удивительное. Мы, когда первый спутник запустили, слушали, как он там пи-пи-пи, первый сигнал дала. А потом Гагарина запустили, это вообще ликование было. Потом появились телефоны вот эти, это что же было? Потом видеотелефон. Мы должны были жить и радоваться. А с супругой мы прожили 62 года, по-моему. Сын родился, сын и дочь. Такая любовь была, очень красивая. Уже нет Лидии Петровны. В 15-м году. Она так тихо ушла у меня. Да, я месяц не заходил в квартиру вообще. Не мог. Тяжко было там. А сейчас уже 10 лет прошло. Ну, у меня дети, внуки, правнуки, здесь все нормально. И я устроился здесь на работу в санатории. Санаторий Кратово называется здесь, рядом, кстати. Это кубок за бильярд. Да, точно. Шар, стол, кий, все есть. Я там отдыхаю все. Да, красивый. Санаторий хороший. И вот я здесь уже 26 лет отработал. Здесь. Вот до 90 лет меня держали, все же на работе-то. Было 90 лет и 7 месяцев я ушел на пенсию. Диплом 90 лет, с юбилеем написано. А кто там? За заслуги перед военно-морским флотом Советского Союза и в связи с 90-летием со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, старшины 2-й статьи Новопашин Виктор Петрович. Награждается именным кортиком за веру и верность. А вот он. Вот он. Вот он, да, за верную верность. А это вот на автобусе в Москве. Ой, это же вы! Ну да. Это по Москве ходила фотография такая. 2010 год. А скажите, пожалуйста, вот вы за что Якутск любите? Что он вам дал? Вы знаете, он мне дал жизнь практически. Вот, я не знаю, как, может быть, по-другому сложилось как-то. Но это суровый край. Но зато добрый. Правда, добрый. Мы когда ехали на пароходе, вот мне запомнилось, 1944 год, уже северные районы демобилизовывали уже многих, особенно в сельскую местность. Но не хватало охотников, не хватало, же надо было содержать как-то республику. И вот эти солдатики с новыми пацанами на одном пароходе, вот он сам едет полуголодный, в принципе, вот где-то картошки сварит, он этот тертик, как называется, взял вот такую палочку
из этого картошку жиденькую такую делает. И нам, ребятишкам, да, сам себе маленько и нам родил. И кот. Добрые люди, хорошие. Вот видишь, как хорошие вспоминаешь, когда это, можно сказать, слезы войны. Они бывают такое, да. Редко. Ну, слава Богу, прожили неплохой. Самое главное, мир чтобы был. Чтобы никогда войны не было этой. Что мирное небо – это самое главное. Остальное уже все приложится. Все будет хорошо.